Вот Данил, пожалуйста, мой ангел-хранитель Да. здесь. Вот с ним здесь надежно, спокойно. Данил у нас снимался в сериале нашем национальной вещательной компании. Мы еще и сериалы совсем. Да вы просто невероятны. Для меня просто невероятно то, что столько вы снимаете фильмов. И это просто, конечно, абсолютный космос. Следующий я буду, конечно, рассказывать. Я уже говорила о том, что я такой вот степени профессионализма в Москве часто не видишь. Как здесь работают ребята, как они готовы. Это просто, это очень круто. Но Якутия встретила нас солнцем, синим небом, улыбками, теплотой, добротой. Какой был самый главный сюрприз? Ваши ребята, я их помню прекрасно. Это один из редких сценариев, которые я получаю, который так отзывается во мне сразу же. Это люди, они герои нашего времени, о них нужно знать. Много говорите о человеческой зависти. Кто-то запустил эту всю историю. Я не читаю прессу, я не читаю никаких комментариев. Занимались гимнастикой, да? Ибо мне не хотелось бы быть суперизвестной актрисой и приходить домой и видеть пустую квартиру. Видите, все, что делает, все к лучшему, все правильно, Да. нет неправильных путей. Все происходит так, как должно происходить. Татьяна Арнгольц, российская актриса театра и кино, телеведущая. Родилась в Калининграде в семье актеров. В 2003 году вместе со своей сестрой Ольгой окончила Высшее театральное училище имени Щепкина при Государственном академическом малом театре. Снялась в более 50 художественных картинах и сериалах. С 2005 года задействована и в театральных постановках. Сотрудничает с агентством «Современный театр Антрепризы». Татьяну знают и как телеведущую. До 2023 года была соведущей Александра Лазарева в телепрограмме «Жди меня». В последние годы она больше уделяла время театру и семье. Но, прочитав сценарий фильма, основанного на реальных событиях «Против течения. История Насти Диадоровой», решила поучаствовать в якутском кинопроекте. Татьяна, добрый день. Добрый. Очень рада видеть вас в Якутии. Как вам Якутия? Мы уже читали по прессе, что вам очень понравилось все. Понравился музей Мамонта. Да? Расскажите о ваших впечатлениях. Ой, я вообще в полном восторге. Честно, я как-то нервничала перед этой поездкой, потому что, во-первых, далеко. Во-вторых, это все-таки почти 10 дней. В-третьих, это работа, это съемки, такая непростая история. Я не пробовала такого, как это, может быть, не странно звучит, после всего того, что я переиграла, но такого я не пробовала. Вот. Плюс я взяла сюда сына маленького. Для него Вы с это ребенком тоже, приехали. да, смена часовых поясов и смена погоды такая резкая, потому что в Москве уже наступила весна на тот момент, и здесь еще холодно. Но Якутия встретила нас солнцем, синим небом, улыбками, теплотой, добротой, какой-то вашей удивительной открытостью. Поэтому вот все дни, что я здесь и что я работаю, это просто какой-то нескончаемый поток позитива, замечательных, счастливых эмоций. И я счастлива, что сегодняшний вот мой день рождения я отмечаю здесь, с вами, в Якутии. Это мне огромный-огромный подарок. Прекрасно. Да, как раз символично то, что сегодня читаем, открываем новостные порталы, и Татьяна Арнгольц встречает свой день рождения здесь. С чего начался ваш день рождения и какой был самый главный сюрприз? Мой день рождения начался, как и всегда, традиционно с того, что в час ночи по Москве мама присылает мне сообщение с днем рождения, потому что я родилась в час ночи. И моей сестре она присылает сообщение в 1:20, потому что моя сестра родилась в 1:20. И в этот раз тоже традиционно мама прислала первое сообщение с поздравлением с днем рождения. Такая маленькая традиция. Да, это всегда, мама всегда дожидается этого времени. Она говорит, я, безусловно, всегда накануне вспоминаю, как это все происходило. И всегда она нас поздравляет. Вот поэтому первому, кому я ответила спасибо, это была мама сегодня. Потом меня поздравил супруг. И после я спустилась в ресторан прекрасного отеля, где я нахожусь уже вот почти 9 дней. И меня поздравил шеф-повар ресторан. После я поднялась
И меня спустили на этаж, и там стояли ребята из Щепкинского театрального училища, с которыми мы параллельно учились. Они выпустились в 2002 году, я в 2003. Наши ребята. Ваши ребята, я их помню прекрасно, и я, конечно, была до слез просто тронута. Я даже не могла предположить, что вот день будет начинаться так. Я уже вся в подарках, в цветах, невероятно. Потом меня поздравили и ребята из группы, руководство компании, в которой я работаю, подарили мне удивительное украшение, которые носят ваши женщины, то есть из диадемы, из якутское убранство полностью, да. Тоже красоты невероятной. Вот. Потом я поехала на площадку. Там вся группа и огромная сегодня массовая сцена мы снимаем. Мне тоже весь стадион кричал с днем рождения. В общем, я тронута до слез, и у меня весь день в такое состояние, что хочется прям расплакаться от восторга, от счастья, от неожиданности, что вот мой день рождения я буду встречать так. Я, конечно, предположить не могла. Но вам надо было быстро собраться и переключиться, да, в спортивную драму. Это биография нашей спортсменки, нашей гордости Насти Диадоровой. Как вы получили предложение? И вообще, когда прочитали сценарий, сразу вы согласились или все-таки вы думали, раздумывали? Я не думала ни секунды, честно. Потому что это один из редких сценариев, который я получаю, который так отзывается во мне сразу же. Я не знала о Насте до этого, я не знала эту историю. Я вообще такой человек азартный. Я люблю спорт. Я с детства занималась спортом, и по папиной линии у нас семья вся спортивная. Поэтому спорт мне вообще очень близок, я болельщица. И тут, конечно, я всегда обращаю внимание на спортивные какие-то драмы, истории с огромным удовольствием, эмпатией. Я прочитала, сказала, что да, мне интересно было бы агенту. Сказала, что мне интересно было бы в этом принять участие. Потом приехала группа из Якутии. Режиссер, продюсеры, мы встретились. Я сказала, что да, с огромным удовольствием я согласна участвовать, потому что, это фильмы, которые надо снимать, это истории, которые нужно рассказывать. Это люди, они герои нашего времени, о них нужно знать. Это невероятная поддержка, в первую очередь, тем людям, которые оказались в сложной ситуации, которые столкнулись вот с такими трудностями, родители и дети, которые наверняка в какой-то момент теряют желание жить, куда-то двигаться, не видят смысла, не видят какого-то света впереди тоннеля. И вот это фильм для них. И также фильм для тех людей, которые имеют все и здоровы, и в то же время грешат каким-то занудством на жизнь, что она какая-то не такая сложная, несправедливая. Есть люди вот рядом с нами, такие как Настя Диадорова, как ее мама с папой, которые проявили невероятную силу, мужество, стойкость. Да. И путь ее стал славен. Она великая, большая спортсменка, гордость нашей страны, о которой надо говорить, о которой нужно знать. И оставлять это в истории. Но, насколько мне известно, у вас также, вот вы упомянули, спортивное прошлое, вы занимались гимнастикой, да? Я занималась художественной гимнастикой, я занималась плаванием, мы начинали заниматься пятиборьем с сестрой, мы начинали заниматься большим теннисом. Папа у нас играл в теннис, бабушка наша играла в теннис, бабушка наша играла в русский хоккей, бабушкин супруг, муж тоже играл в русский хоккей. Поэтому, в общем, папа нас с детства как-то приучил к спорту. В какой-то момент мы подключились к папе и стали болельщицами. Поэтому какое-то время было желание заниматься спортивной журналистикой, то есть чтобы прям вот быть в этом. Поэтому да, как-то спорт, он всегда рядом, он никогда не оставляет меня равнодушной. Я слежу за всеми спортивными крупными событиями в нашей стране и мировыми спортивными событиями, Олимпиады, чемпионаты Европы, мира, и по всем видам спорта, большой теннис, хоккей, футбол, фигурное катание, плавание. То есть я просто очень люблю спорт. Не было желания заниматься профессионально? Нет, не могу сказать, наверное. В какой-то момент было желание
заниматься большим теннисом, но поскольку заниматься серьезным спортом — это круглогодичные тренировки, это нет остановок, то есть дети эти пашут с самого вот, с малолетства, да, с малолетства. А поскольку родители были актеры, и они уезжали на гастроли, в то время театры гастролировали летними месяцами по 2 месяца, нас было не с кем оставлять, мы вынуждены были уезжать к бабушке, не вынуждены, мы уезжали к бабушке, вот, поэтому, в общем, там вот не клеилась у нас возможность вот так круглый год заниматься спортом, поэтому, наверное, не получилось в силу вот каких-то таких семейных обстоятельств, но, видите, все, что делать, все к лучшему, все правильно, Да. Нет неправильных путей, все происходит так, как должно происходить. Вы также в интервью очень много говорите о человеческой зависти. В каждом практически интервью, Да вы что? да, через раз, что в начале карьеры вы с этим сталкивались, и с однокурсниками. Нет, вы да. знаете, это какие-то это люди, которые, я не знаю, это кто-то запустил эту всю историю. На самом деле нет, у нас безумно дружный курс. Мы до сих пор все очень дружим, и мы до сих пор друг за друга очень рады. Это в какой-то момент какая-то была неправильно подхваченная информация. Я потом ее читала много раз. Я Вот как думаю, раз поэтому хотелось получить комментарий, поскольку это прям в каждом интервью. Нет, это абсолютно чушь. Это было написано много-много лет назад. Но это неправда, потому что у нас чудесный курс. И это огромная редкость, потому что когда я вдруг стала узнавать, что, оказывается, не все курсы такие дружные, для меня это было открытие. Мне казалось, что в театральных вузах так все живут, как наш курс. Поэтому мы дружны до сих пор. И однокурсники одни из первых, кто стали меня сегодня поздравлять. И мы всегда друг друга поздравляем. Это моя семья. Мы знакомы друг с другом 25 лет почти. Получается, будет вот в этом году, по-моему, 25 лет. Мы поступили в 99-м, это 25 лет. Вот. Мы пришли маленькими детьми, нам всем было по 16, по 17, кто-то был постарше лет. Но мы все перекрестили детей. Мы родные, мы столько вместе пережили, мы от совсем маленьких детей выросли уже во взрослых и артистов, и стали родителями. У нас очень много многодетных. То есть нет, мой курс — это моя любовь. Я удивилась, поскольку у нас те, которые оканчивали Щепкина, все настолько дружны и друг друга поддерживают в разных проектах. Вот, ребята, которые учились там, в Москве, и сейчас успешно реализуют свои проекты, кто в театре, кто отдельно свой проект реализует здесь, в Якутии. Творческая среда, медийность, узнаваемость. Вы наверняка все равно сталкивались с людьми, которые, возможно, думают то, что ваш путь усеян лепестками роз, овациями, софитами. Как вы к этому относитесь и как вы научились не замечать вот этого всего? Вы знаете, я думаю, что это зависит от того, вот хочет это замечать человек, или он не хочет об этом думать и замечать. Я вот отношусь ко вторым. Поверьте, мне есть о чем думать. Мне есть что держать в голове, поэтому думать о том, что обо мне думают другие и что происходит вокруг, мне вообще некогда и неинтересно. Я не читаю прессу, я не читаю никаких комментариев, я не ищу кто, что, где, чего ищет, я не веду особо социальных сетей. То, что веду, то это исключительно по моей воле, это происходит нечасто. Потому что жизнь моя личная, моя семья, мои близкие, мои друзья, поверьте мне, намного интереснее это, чем думать о том, кто, где, что пишет, думает, там, сочиняет, представляет себе. А это не врывается в личную жизнь, не мешает? Допустим, там коллеги по цеху что-то рассказали, вы не сидите в социальных сетях, возможно, ваши коллеги сидят и что-то передают. Ну, вы знаете, я как-то так... Тот круг, с которым я общаюсь, им, наверное, тоже не особо интересно. Какие-то сплетни, разговоры. Ну, вы знаете, нам без этого очень интересно жить, и нам есть что обсуждать. Вы снимались в спортивных драмах. Какой из проектов вам больше запомнился? Какой путь был интересен? Первый — это был фильм «Чемпионы», который мы снимали к Олимпийским играм 2014 года в Сочи, где я играла историю Лены Бережной, футболистки нашей.
Ну, это было здорово, да, это было такое первое погружение как раз в мир спорта через работу, через кино. Я знала эту историю. Дима Дюжев это снимал. Ну, это было, да, это было интересно, это было здорово, это было забавно, потому что там же снимался мой будущий муж, Марк. Мы были в разных с ним новеллах, поэтому мы с ним там не пересеклись, не познакомились. И у меня даже не осталось в голове, что он там снимался. Уже потом он мне сказал, что мы же с тобой снимались в одном кино. Я говорю, в каком? Он говорит, «Чемпион». Я говорю, кого ты там играл? А он снимался в другой новелле. Да, и у нас была фотосъемка на афишу. Нас снимали тоже отдельно, каждую новеллу. хотя мы были вместе на Вроде афише. в одном проекте, но не Да, и пересекались. вместе на афише, но мы не пересекались, и мы не познакомились. Это тоже лишь говорит о том, что всему свое время. Был такой проект «Наживка для ангела». Хорошая очень история. У меня там были прекрасные партнеры, и с нежностью вспоминаю этот проект. Вот как раз там мы познакомились с Марком. А в чем сложность актерского ремесла, да, поскольку, возможно, смотрит молодежь, возможно, кто-то думает тоже проявиться, пойти по этому пути. Это же очень сложно. Допустим, вы сегодня отметили день рождения, включается камера, и вы должны настроиться на работу, вжиться в эту роль. Да. Вы по щелчку все это меняете, или какое-то вам нужно время, чтобы перенастроиться на другую волну и вжиться в эту роль, в это состояние? Мне кажется, что основное заблуждение, вот, которое может быть у молодежи, что или тех, кто собирается быть актерами, в том, что они в основном видят вот эту вот картинку, Да. интервью, автографы, фотографии, красивые фотографии, опять-таки, в социальных сетях где-то, журналах и так далее, премьеры, дорожки. Ну, это самая малая и самая, в общем-то, такая неважная часть, которая к профессии, конечно, не имеет никакого отношения. Вот. За этим стоит огромные часы труда, бессонные ночи, отсутствие отпуска, отсутствие нормального сна, питания, огромное количество волнения, много-много труда. Вот. И если человек не готов к этому, то в эту профессию идти не надо. И если вообще, вот нам, я помню, говорили, что если вы можете жить без этой профессии, тогда не идите туда. Вот если вы понимаете, что вы не можете без этого жить, тогда вам сюда. Вы это чувствуете? Каждый день потребность в новой истории или, допустим, смотрите какой-то фильм или читаете о какой-то личности историю. У вас появляется желание? Да? Я сейчас уже достаточно взрослая, и я в профессии, ну, если считать, что я в 99-м году поступила, а сейчас уже 2024 год, да. вот, в общем-то, это, ну, достаточно много. И, конечно, какой-то мой такой безумный трепет и бесконечное желание еще. Нет вот этого такого уже достигаторства. нет. Ну, для этого есть определенный, я считаю, период, особенно у женщины. Например, где-то с 20, да, и где-то лет до 35, когда нужно прямо пахать, вкалывать, работать. Потом наступает время для семьи, для рождения детей, для того, чтобы строить домашний очаг, потому что вот это становится главным. Ибо мне не хотелось бы быть суперизвестной актрисой и приходить домой и видеть пустую квартиру или дом, где нет детского смеха, где меня никто не ждет, не встречает. Вот это для меня было бы ужасно. Вот, поэтому сейчас я благодарю Бога за то, что я имею возможность выстраивать свою творческую жизнь так, как мне хочется, что я планирую свое время занятости в работе так, как мне хочется, чтобы в первую очередь не страдала моя семья, мои близкие, мои дети, а уже во вторую очередь я распределяю работу, отсутствие дома, гастроли, съемки, вот все, что связано с профессиональной деятельностью. Вот. Но если попадают такие истории, как про Настю Диадорову, да, конечно, ты вдруг какой-то раз и чувствуешь отклик внутри, что мне хотелось бы в этом принять участие. Такое очень нечасто у меня случается. А это как раз та история, да, с которой прям раз и сразу у меня произошло.
Вы приехали со своим малышом. С кем сидит он, пока вы на съемочной площадке? Он находится с няней, Мгм. вот, которая мне очень помогает и делает все для того, чтобы я могла спокойно работать. Что важное в воспитании ребенка? Вот вас воспитывали в спорте, да, в дисциплине, в творчестве. А что вы вкладываете в воспитание? Нас воспитывали в любви. Вот это самое главное. Ни спорт, ни дисциплина — это все уже вторичное, что родители дают ребенку. Но самое главное — это любовь родителей, их забота, их тепло, их поддержка. Вот это я стараюсь давать тоже своим детям. Потому что важнее любви родителей, поддержки, опоры, чтобы ребенок понимал, вот, что он крепко стоит на ногах, потому что рядом мама и папа. Вот ничего важнее этого нет. А где вот эта тонкая грань, где не залюбить, да, но в то же время дать ребенку принимать правильные решения и быть ответственным? Я считаю, что невозможно залюбить. Лучше залюбить, чем недолюбить. Потому что жизнь, она непростая. Я не думаю, что мы можем встретить истории людей, которые прожили свою жизнь как мед и сахар. Поэтому в жизни у каждого выросшего ребенка потом будут сложные моменты. И вот именно в эти моменты он будет вспоминать, как его любили, что его любят. Поэтому не надо бояться залюбить. Поверьте, любви много не бывает. Но очень многие артисты хотят проявляться дальше в качестве режиссера. Вы сказали, что Дмитрий Дюжев, да, снимает уже свою картину. Очень многие пробуют себя и в документальном кино. Да. В перспективе вы видите реализоваться, возможно, как продюсер, возможно, как режиссер? В перспективе я вижу больше театра в своей жизни, потому что театр мне сейчас интереснее кино. Я очень мало что сыграла в театре. И вообще театр — это сложнее. Но ты тоже понимаешь с возрастом, уже с опытом, разделяешь, что такое кино, что такое театр. Я люблю, когда мне сложно. Я не люблю, когда легко. Когда легко, мне становится скучно. Вот. И сейчас для меня и профессиональный рост — это театр, и интерес — это театр, и мое внутреннее развитие — это театр. И то поле ролей, которые есть в театре, мною не сыграны, это тоже все в театр. Вот. Поэтому вот я вижу свою перспективу сейчас, наверное, больше заниматься театром. Но вы вот в предварительной беседе очень хорошо отозвались о Якутии, о желании увидеть и театральные площадки, да, и спектакли. Вы вообще находите время для того, чтобы сходить в театр, ну, не только в Москве, а в других регионах, в других городах, смотреть и познакомиться с творчеством того или иного города? Я вообще очень люблю ходить в театр и стараюсь это делать достаточно часто. В общем, в Москве получается, иногда бывает получается в Петербурге, когда я нахожусь там на съемках или на гастролях. К сожалению, в момент гастролей этого практически не происходит, потому что у нас очень-очень плотный график. Мы приезжаем, и если это выходной, это, как правило, переезд. Поэтому вот не получается сходить в театр в регионах. Хотя у меня всегда это вызывает огромный интерес. И, конечно, знаю, сколько здесь театров, и даже есть театр оперы и балета, и сколько здесь национальных театров и народных театров. Ну, то есть здесь край удивительно богат. Я поэтому очень надеюсь, что, если, дай бог, я приеду сюда опять, может быть, будет возможность взять какие-то свободные дни и посмотреть здесь спектакли, походить в театры. Вот, потому что, ну, я считаю, артист должен смотреть обязательно. Не только какие-то свои работы, или, не знаю, я не смотрю свою работу особо. Но важно смотреть на коллег, важно смотреть то, что делают коллеги, важно ходить в театр, важно смотреть кино. Это тоже часть, я считаю, профессии. Вы счастливый человек? Абсолютно. Прекрасно. 3 определения о Якутии, которые вы будете держать в своем сердце, чтобы вернуться еще раз.
Это все очень рядом. Вот эти вот ассоциации, которые у меня вызывает Якутия. Это солнце, это открытость, это наивность в очень правильном понимании, человеческая, доброта, душевность. Я не могу уложиться в 3 слова, правда. Я точно могу сказать, что вот Якутия теперь занимает в моем сердце какое-то совершенно особое место. И я очень надеюсь, что наше сотрудничество и рабочее, и человеческое будет долгим, что мы как-то будем теперь всегда на связи и будем находить время и отдохнуть, и поработать вместе. Отлично. Спасибо большое вам за интервью. Желаем вам Спасибо. вдохновения в первую очередь, потому что это очень важно для молодой мамы. И много интересных проектов. И чтобы вы в этих проектах тоже открывали для себя что-то новое. Спасибо, благодарю вас.